3 марта исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Ганба сложил свои полномочия. И в этот же день к обязанностям исполняющего обязанности президента приступил Бадра Гунба, который находился в отпуске на время выборной кампании. Возвращение Гунба на должность исполняющего обязанности президента началось с зачистки. Он уволил назначенного Ганба, исполняющего обязанности вице-премьера Зураба Марганя, назначил премьер-министром исполняющего обязанности министра финансов Владимира Делба. Исполняющим обязанности министра финансов назначен Саид Губас. Никаких слов благодарности в адрес Ганба, который в сложнейших условиях при откровенном саботаже провластных чиновников возглавлял страну, не прозвучало даже из вежливости. Было ли это осознанным поведением Гунба или он копил набор благодарности? Для другого случая остается только догадываться. Возможно, что Гунба было не до политкорректности. В окружении, доставшемся ему в наследство от Бжаня, уже началась кулуарная кадровая дележка. На следующий день исполняющий обязанности президента отбыл в Москву принимать поздравления от президента России Владимира Путина, который не стал дожидаться его официального вступления в должность. Путин назвал победу Гунба на выборах убедительной, выслушал слова признательности за помощь и поддержку, после чего Бадра Гунба перешел к просьбам. Он попросил у Путина продлить социальный переток электричества до апреля, когда водохранилище заполнится водой и в Абхазии не будет проблем с электричеством. Приступить к реализации программы о двойном гражданстве и временно, пока абхазские водители не получат российских водительских удостоверений, не вводить запрет на въезд в Россию с абхазскими правами. Путин пообещал выполнить все просьбы. По бжаниевской традиции Бадра Гунба дал в Москве интервью ТАСС и рассказал о встрече с Путиным. Тем временем в Сухуми кандидаты в президенты Отгор Арценба и вице-президенты Алхаз Джинджал провели пресс-конференцию. Они воздержались от поздравлений в адрес оппонента на выборах, отметили многочисленные нарушения, повлиявшие на ход избирательной кампании, вмешательство в выборы со стороны России. Но выбор народа признали. Такая лояльность воспринята не всеми их сторонниками, которые оскорблены методами, использованными в выборной кампании, и считают Гунба не избранным, а назначенным Москвой. В заявлении партии «Форум народного единства» отмечено, что впервые в Абхазии руководитель государства избран при беспрецедентном игнорировании традиционно соблюдавшегося межэтнического баланса, циничном игнорировании роли государства образующего народа. И этот прецедент создан именно бывшей, но не покинувшей свои кресла властью. Конец цитаты. Оппозиционеры обещают противостоять политике, направленной на разрушение государственности. Многие сторонники оппозиции пошли еще дальше и заявляют о непризнании выборов. Произошла реставрация, и во власти по-прежнему не верящие, продающие и раздаривающие. Оппозиции вновь предстоит бороться, чтобы не дать им растащить по кускам то, что принадлежит нам по праву. Но одними митингами и заявлениями здесь не обойтись, написал на своей странице в сети Facebook глава общественного движения Ахеца Ахра Бжания. Эксперты и наблюдатели, оценивая итоги выборов, прогнозируют рост напряженности. 44% избирателей, проголосовавших против Гунба, это тупик. И управлять, как это делал Бжания и компани, уже не получится, считают они. Но похоже, что с другими методами эта власть не знакома. Из районов уже поступает информация об увольнениях оппонентов Бадры Гунба и Беслана Бигвава, который, кстати, тоже вернулся к исполнению своих обязанностей главы района до инаугурации. Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали 11 граждан Абхазии, которых до суда и следствия обвинили в действиях, направленных на срыв выборов на Цандрипском избирательном участке. Официальная информация о задержании предъявленных обвинений поступает из анонимных ресурсов, которые затем пересказывают и легализуют как абхазские, так и российские СМИ. Судя по фотографиям, слив в анонимные источники идет прямо с внутренней
внутренних заседаний в Министерстве внутренних дел. На это обращает внимание независимый информационный канал Аяшара. Редактор этого телеграм-канала Низ Фаршба считает, что очень важно об этом говорить открыто, так как начавшаяся при экс-власти анонимная вакханалия продолжается и поощряется руководством страны. В истории с нападением на Цандрипский избирательный участок, которая преподносится некоторыми информационными СМИ как терроризм, есть несколько составляющих, вызывающих скепсис. Неравенство граждан перед законом, подобные инциденты были и на других участках, и сращение криминала с правоохранительными органами. Между тем, в Сухуми на градостроительном совете обсуждался вопрос строительства гостиницы вместо детской площадки. Архитектор города Светлана Шаменкова сообщила, что у застройщика на руках судебное решение на право владения территорией части сквера на набережной со старым строением на нем. Члены градостроительного совета высказались о недопустимости строительства в подобном месте и в очередной раз выступили против возведения зданий выше 10 этажей в исторической части города. Жители Пицунды возмущены строительством, которое начато на единственном футбольном поле в селе Аллахадзе. Они отмечают, что здесь проводились спартакиады, школьные олимпиады, чемпионаты районов по футболу, место, где люди могли погулять с детьми, заниматься по утрам спортом, дети были в безопасности. Кто и как смог продать 3 гектара земли для гостей, забив на жителей и на будущее поколение? Ведь никто не будет сносить гостиницы, чтобы построить детям спортплощадку. Абсолютно все против этого, пишет паблик «Продажа вапсны». 63-й раунд международных дискуссий прошел на этой неделе в Женеве при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза и участии МИД России. Российская сторона опять подняла вопрос о переносе дискуссий в другое место и призвала Грузию начать процесс делимитации и демаркации границ Абхазии и Южной Осетии. Абхазская сторона настаивала на принятии юридически обязывающего документа о неприменении силы и обсуждении вопроса о признании абхазских паспортов, в том числе снятие ограничений и изоляции для перемещения по миру. Конец цитаты. Грузинская сторона выразила обеспокоенность строительством российской морской базы в Очимчире и восстановлением аэропорта. Встречи Гонба-Путин. Все участники дискуссий в очередной раз подтвердили заинтересованность в возобновлении работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Никаких решений не принято. Очередной раунд переговоров состоится в июне этого года. А теперь о зрелищах. В субботу в Сухуми пройдет концерт в честь 8 марта. Для этого в страну приглашены артисты российской эстрады. Группа «Руки вверх», Мия Бойко, Хабиб, Игорь Николаев и другие.